Братья, кто не вместился, вы, пожалуйста, разденьте. Машалла, казанские братья, видно, сочувствующие нашим бедным братьям с крепким иманом. Все пришли, вот видите, даже места всем не хватило. Я видел семьи, где действительно у них нет на что взять еду. Некоторые, мне рассказывал в свое время отец, который 29-го года рождения был. И он рассказал, что во время войны, когда он работал на заводе, нам, говорит, вот такой кусок хлеба давали, это на семью давали. Его или ты себе кусок в рот положишь, он с одной стороны в другую там, и не насытишься. И вот таким образом приходилось жить, и это я видел его отношение к хлебу, я видел отношение к еде, я видел его отношение к тому, что пища дома у нас практически никогда не портилась. Да? И вот здесь есть семьи, у которых она не портится не потому, что они экономно к ней относятся, а из-за того, что ее нет. Все люди, которых, как правило, именуются так пренебрежительно джахили, они больше финансово, материально жертвуют на мечети, на мадресе, чем нежели наш среднестатистический брат. Да? Нам пришла пора отказаться от такого расхожего убеждения, что придет какой-нибудь спонсор, который за все заплатит, все построит, всех профинансирует, ему Аллах за это даст аджр, а я вот здесь вот посижу, вот я вот тут покушаю, и мы, значит, будем делать. Нам надо все-таки на себя брать ответственность за, в том числе, финансирование мечетей, за тех наших братьев, сестер, многодетных сестер, разведенных сестер, которые живут, извините, страшно это на самом деле. По данным ООН, 800 миллионов человек не доедают ежедневно. Представляете, какая огромная большая цифра. И, к сожалению, мы сегодня сыты и богаты, об этом не задумываемся. А ведь это наши братья, это братья по вере, это люди, которые живут в разных частях планеты и, возможно, даже находится кто-то и среди нас. Поэтому вот цель нашего мероприятия была привлечь внимание общественности к этой проблематике, к проблеме голода. И, в частности, мусульман, которые в Рамадан, к большому сожалению, потребляют продуктов иной раз даже больше, чем в другие месяцы. И вместо того, чтобы устраивать праздник живота, может быть, хотя бы несколько дней человек ограничил себя в еде, но вот эти излишки, которые остались бы, да, он пожертвовал бы в пользу бедных. Вот это основная цель нашего ифтара. Голодный он назван чисто символически, просто какое-то название нужно было, голодный, что вот в пользу голодных этот ифтар.